Абзира нас телехопша, бзилаша бейт хастудиасасша. Шара шахопшует апсуа телехопшрачы зыграста сгойсуа адыратара аугойсра. Агобзерах чара адунейзик пи эйчкара иқанацу ахамта ала исышукса атуберкулез рыхвет 1 миллион юкарханза ауа. Атуберкулез ари чку. А инфекция нуқузгу ауаю демхар ма демсар яйгора игылу ихиралшует. Дарадза и глобалпу, дарадза красцаску тему яхахазлатшажу. Уязыханы яхапхит ахакемчаги. Наша сегодняшняя тема – туберкулез. Это социально опасная инфекция. Если обратиться к статистике ВОЗ, за 2011 год заболевших в мире более 9 миллионов человек. 1,5 миллиона человек умерло от этого заболевания. Это на самом деле серьезное, очень грозное заболевание. А какая ситуация у нас? Какие возможности у нашей медицины бороться с этой инфекцией? Как работают наши врачи? В каких условиях? И какие статистические данные? Об этом мы будем говорить сегодня в нашей студии с приглашенными специалистами. Я сейчас их представлю. Шезина Хурхмал, руководитель национальной противотуберкулезной программы, доктор-пульмонолог. Аза Арзуманян, фтизиопедиатр, врач республиканского противотуберкулезного диспансера. Также Купров Марат Рафикович, фтизиатр, врач приемного покоя республиканского противотуберкулезного диспансера. Светлана Камке, медсестра Сухумского противотуберкулезного кабинета. А также студенты Абхазского государственного университета биологического факультета. Добро пожаловать всем в нашу студию. Учитывая значимость, как Анна уже говорила, данного заболевания, то, что оно является социально опасным, скажите, пожалуйста, как в этой связи развивалась противотуберкулезная служба и вообще сама программа у нас в Абхазии? С 1999 года начала работать программа совместно с МСФ. МСФ помогала в лечении чувствительного туберкулеза, вообще в целом в туберкулезной службе. Но в 2006 году, учитывая, что наши кадры уже выросли и решив, что могут сами уже обслужить чувствительный туберкулез, частично программа была закрыта. С 2006 года работал МСФ только по устойчивому туберкулезу, а первую линию обеспечивал полностью наш Минздрав. С 2006 по 2014 год МСФ полностью обеспечивал противотуберкулезную службу устойчивого туберкулеза. Но с этого года они окончательно закрыли программу, и теперь вся служба полностью перешла к Минздраву. Так что теперь сегодня уже мы работаем с Минздравом. Минздрав нашей страны? Да, конечно, Минздрав Республики Абхазия. Разрешите уточнить, МСФ – это международная организация, которая помогала бороться с туберкулезом. Врачи без границ. Да. Хотелось бы уточнить для телезрителей, есть устойчивая форма к лечению туберкулеза, да, и есть неустойчивая форма. Устойчивый туберкулез и есть туберкулез чувствительный. Чувствительный туберкулез, который лечится препаратами первой линии. То есть это туберкулезная палочка, она чувствительна к препаратам первой линии. Устойчивый туберкулез – это резистентный туберкулез, который дает устойчивость к препаратам первой линии. В чем заключалась помощь международной организации? Из чего она состояла? Международные организации обеспечивали полностью лечение наших больных. То есть все препараты получали мы у врачей без границ. Социальную помощь оказывали больным. А в чем заключалась социальная помощь больным? Продукты питания давались ежемесячно нашим больным, именно устойчивой формы туберкулеза, а также и, конечно, моющие средства давались. Также они обеспечивали, если больному надо было выезжать в пункт куда-то, они оплачивали дорогу больному. То есть, если я правильно понимаю, международная организация
она обеспечивала не только препараты, Да. она также обеспечивала доставку пациента до лечебного учреждения, Да. она обеспечивала по социальной дополнительной программе и в том числе и поддерживала семью, если это кормилец. Обязательно. То Делали семья чем-то. срочные ремонты. Это тоже была большой помощью. Они, бывало, что если мы больного выписываем, в никуда мы не могли выписать больного. В таком случае они, значит, ремонтировали для больного комнату полностью. Такая объемная То есть была подход помощь, был Да. комплексным. не только Да, медицинская. Да. да. Я так понимаю, что программа свернулась, 2014 год закончится. Эта с проблемой скоро столкнутся наши граждане. То есть вот-вот не за горами. Ну, много чего, я думаю, должны будут наши граждане сами оплатить. То есть я не думаю, чтобы уже была бы социальная помощь. Продукты питания я не думаю, чтобы они уже получали. Насколько наше здравоохранение готово сейчас взять на себя эту ношу? У нас существует местная международная организация АМБРА 2014, которая взяла на себя обязанность социальную поддержку и над туберкулезными больными, обеспечение препаратами, как противотуберкулезным препаратом первая, вторая линия, также побочные эффекты обследования больных. То есть планируется, что наше Министерство здравоохранения должно взять обязанности в полном объеме. С какого года? С 2015 года, 2015 года января. А вот АМРА 2014, организация, которая помогает, чем ее помощь отличается от помощи Международного Красного Креста? В основном социальная поддержка больных в обследовании, именно лекарственно-устойчивой формы туберкулеза и транспортировки мокроты за пределы Республики Абхазия. Поставлю вопрос по-другому. Чего они не делают, что делал Красный Крест? Фактически они делают все то, что делали они, но их возможности намного ограничены. Я, насколько знаю, по нашей стране были открыты районные пункты, в которых можно было проводить какие-то обследования, возможно, даже там диагностику, контроль. Как это все выглядит? С 2012 года у нас в 7 амбулаторных пунктах назначены врачи, фтизиаторы, которые ответственны за амбулаторный пункт по ЦРБ. Также назначено кураторство врачей диспансера, которые выезжают в район 2 недели один раз и совместно курируют больных, которые находятся на амбулаторной фазе лечения. В амбулаторных пунктах приходят пациенты, получают препараты, то есть смотрит доктор, медсестра, контролирует состояние больного совместно с куратором, с врачом, с диспансера. То есть фактически ведется наблюдение за течением заболевания. В каждом ли районе организован в каждом районе. Скажите, пожалуйста, а с какой частотой доктор контролирует пациента? В основном у нас связь по телефону с пациентом, с врачом. Если есть сложности, то приходится организовывать выезд пациента к пациенту на дом. Хватает ли кадров? Нет, не хватает. Скажите, а насколько важно то, чтобы пациент, который болеет туберкулезом, регулярно, без срывов, принимал лекарственные препараты? Это очень важно. Это самое главное в лечении туберкулеза. Если пациент будет пропускать лечение, будет вырабатываться устойчивость к этим препаратам, и, конечно же, лечение будет неэффективным. Поэтому нужно принимать регулярно Надо препараты. учитывать, что препараты тяжело переносятся, есть побочные эффекты, то есть пациенты могут отказываться от приема препаратов, как они почувствуют себя хорошо, так что вот контроль над лечением в амбулаторных пунктах должно быть более усиленно, более контролируемо. Я, насколько понимаю, сейчас на данном этапе, скажем так, своими силами и при помощи организаций, которые сейчас этим занимаются, пока на данном этапе по сравнению с Международным Красным Крестом, у которого было
побольше финансирования и побольше возможностей, сейчас качественно контролировать в полной степени не получается. Сложнее просто, гораздо сложнее, конечно. Дело в том, что надо, чтобы местные администрации были вовлечены в это. А у местной организации очень часто это не получается, естественно. И поэтому только республиканского туберкулезного диспансера машина обслужить все просто невозможно. Во всех ли случаях имеется возможность доехать до пациента? Нет, не имеется возможность доехать. Есть сложности по транспортному обеспечению, по районам, особенно отдаленным пунктам. То есть можно даже не отдаленным пунктам, потому что есть неразрешенный вопрос, который должен, я думаю, что решиться до времени. То есть раньше это было? Раньше это было, потому что врачи без границ, у них машины, которые могли ехать везде, и были амбулансы, которые можно в больницу. Кто сейчас поставляет туберкулезные препараты, насколько они качественны? Какой-нибудь контроль качества проходит эти препараты? Значит, обеспечение противотуберкулезными препаратами с 1999 года пациенты наши, которые проходили лечение, получали с гарантированным качеством, обеспечивала международная организация МСФ. А с 2015 года, то есть у нас запланирован заказ противотуберкулезных препаратами с гарантированными качествами, которые находятся в России. Пациенты всю помощь в плане лекарственной терапии, я так понимаю, что она состоит не только из препаратов, которые непосредственно задействованы в лечении туберкулеза, но и всякие осложнения, которые вызывают лечение, сопутствующие препараты, они тоже входят в эту программу? Обязательно входят в эту программу, обязательно входит дополнительное обследование. Если у больного по течению лечения будут какие-то проблемы с здоровьем других органов, другой отрасли, обязательно проводятся консультации, соответствующее обследование и назначается лечение, по возможности покупаются даже препараты. И препараты побочных эффектов все пациенты у нас получают бесплатно. Да. А есть цифры? Вы можете статистические данные нам сегодня назвать? Сколько человек у нас болеет туберкулезом? На сегодняшний день на стационарном лечении у нас находится 16 человек. Это связано с тем, что больница на ремонте, у нас мест нет, критически нет мест. Дети есть среди больных? Да, у нас есть и дети. Это дети, в общем-то, контактные с туберкулезом, туберкулез чувствительной формы, и они находятся у нас на лечении. Лечатся они амбулаторно, дома. Извините, а вот среди ваших пациентов есть те, которые излечились, избавились от этого заболевания? Конечно, есть и очень много. У нас даже есть пациент, который болел с широкой устойчивостью, то есть он был устойчив к препаратам первой линии и второй линии, и он принимал у нас новые препараты совершенно, это 5-я линия, и сегодняшний день он, к нашему счастью великому, совершенно здоров. Хотелось бы чуть-чуть уточнить по эпидемиологической обстановке в целом по республике. Болезненность – это все случаи активных форм туберкулеза на 100 тысяч населения на сегодняшний день составляет 69 цифра, а заболеваемость, все новые случаи активного туберкулеза 49. То есть эти показатели за последние годы не растет, заболеваемость, болезненность не увеличивается. В основном эти цифры опираются на выявленных новых случаев, то есть, а выявляемость у нас, то есть низкий уровень выявляемости. То есть значит ли это, что несмотря на то, что показатели вроде бы как сильно не изменились, да, но они еще не отражают реальную картину, в связи с этим цифры могут быть недостаточно достоверными, исходя из того, что выявляемость затруднена? Да. А почему выявляемость затруднена? Нет массовых флюорографических осмотров, плановых флюорографических осмотров, ввиду отсутствия флюорографов по республику. Необходимо, чтобы, конечно, лучше работали местные медицинские организации, то есть ФАПы, амбулаторные службы, вот эти вот амбулаторные пункты. Первичное звено. Первичное звено именно, потому как всегда обращаемость туда в первую очередь. Если бы это у нас работало,
Думаю, было бы гораздо лучше. И у нас больше было бы первичных туберкулезов, чем вот таких запущенных форм туберкулеза. И это, конечно, имеет большое значение. Именно поликлиническая служба. Вот у нас сегодня в студии медсестра противотуберкулезного кабинета. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, с чем вы сталкиваетесь, с какими трудностями в своей работе, и как обращаются к вам больные, как выявляется туберкулез. Наш амбулаторный пункт, туда приходят больные после больницы, которые принимают лечение. Вот. И мне, как вот медсестре амбулаторного пункта, конечно, хотелось бы, чтобы мы побольше посещали их на дом, чтобы мы больше посещали контактных, вот с кем они живут. И более для нас картина будет раскрытая. А почему сейчас вы это не можете Но делать? это мы сейчас делаем своими силами по телефону, то их вызываем в пункт, или мы, если это возможно, посещаем туда. Для этого, конечно, если хоть неделю один раз бы нам предоставили какой-нибудь транспорт. То есть у вас нет транспорта? У нас нет транспорта. Да, все это мы делаем по телефону. Какую картину вы наблюдаете, когда приходите на дом? Большинство наших больных уже разбацированы после больницы, но бывают и такие, которые по каким-то причинам не могут в больнице лежать, и они ПК+. Желательно их часто посещать, чтобы смотреть, как они соблюдают правила гигиены, как они со своими там, детьми или членами семьи остерегаются, насколько они употребляют эти маски, проветривают комнату. Получается, это еще какую профилактическую работу? Очень большая. Просветительскую, вот мы говорим здесь «Врачи без границ». Должна работать Да, социальная когда служба. мы вот работали «Врачи без границ», я вот очень тесно с ними работала, и вот потому они очень большую работу проводили соцработники. Светлана Владимировна, хотелось бы задать еще один вопрос. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, при которой пациенты обращаются к вам, вы рекомендуете какие-то виды дообследования, но они по каким-то причинам их не делают, либо потом пропадают? С чем это связано? Когда мы при анамнезе там спрашиваем все, и они рассказывают о своих проблемах, мы считаем нужным, чтобы он сделал рентген. Снимки. На что они отвечают? Ой, что вы, доктор, это стоит 500-700 рублей, я его не могу делать. Раньше, когда это было при Гулиевской больнице, мы их как-то направляли, объясняли, но сейчас там тоже в связи с ремонтом проблема немножко, и потому эти больные потом куда-то исчезают, и фактически мы с ними больше не сталкиваемся. То есть вопрос цены услуги немаловажен для этих пациентов? Да, для этих людей тем более, да. Наши пациенты, которые находятся на программе лечения, все рентгеновские снимки, они предоставляются бесплатно. Это которые уже находятся на лечении. А как обеспечивается вакцинация, по вашему мнению? БЦЖ у нас в родильных домах сегодня делается, в общем-то, везде. Хорошо. Но если по каким-то причинам БЦЖ в роддоме не сделано, и 2 месяца они просрочили, не успели по месту делать, да, то нужно сделать пробу МАНТУ, чтобы сделать БЦЖ. А пробы МАНТУ туберкулина нет на местах. Значит, наш диспансер закупил туберкулин, и сегодня я привожу в детскую поликлинику центральную Сухумскую, и приглашаем всех туда делать пробу МАНТУ, чтобы можно было сделать БЦЖ. В случае, если больному туберкулезом необходима хирургическая помощь, есть ли у нас в Абхазии возможности, либо условия операционные, может быть, где это можно было осуществить? Сегодня этой возможности у нас нет. Как вы решаете вопрос? Значит, мы обращаемся в другие республики, если это легочная хирургия, именно если легочная хирургия, об этом Шазина расскажет. Да. Значит, мы определяем показания для консультации торакального хирурга всем полостным изменениям именно туберкулеза. У нас есть биорозаочная консультация, непосредственно личные связи с сотрудниками института фтизиопульмонологии. То есть у нас были пациенты, которые были отобраны для лечения именно фтизиопульмонологии, были
консультирован, отправлен на хирургическое лечение. С каким городом вы сотрудничаете? Санкт-Петербург. Республиканский противотуберкулезный диспансер, он на ремонте. Насколько это усложняет работу врачей, усложняет, скажем, жизнь и мешает восстановлению здоровья пациентов? Я хотела, чтобы на этот вопрос ответил Марат Рафикович. Марат Рафикович, фтизиатор приемного покоя Республиканского противотуберкулезного диспансера. Ну, скажу так, что, возможно, в связи с реконструкцией, с ремонтом Республиканского противотуберкулезного диспансера приемное отделение страдает, наверное, больше всего. Потому что если, скажем так, у регулярных больных, лекарственно устойчивых больных хотя бы недостаточное количество палат и койко-мест имеется, то в приемном отделении нет ни одной палаты, ни одного койко-места. Это в связи с реконструкцией здания. Что, естественно, конечно, это очень серьезные проблемы создает для больных. Очень серьезные проблемы. У нас нет возможности госпитализировать больного для диагностики и лечения. Хотя возможность самой диагностики у нас имеется. Нет возможности госпитализировать тяжелого больного, у которого имеется даже осложнение от туберкулеза, например, кровохаркающие больные. У нас нет возможности их госпитализировать, оказывать помощь додиагностическую, помощь неотложную. А вы можете вот так перечислить причины, почему вы не можете госпитализировать? Нет, Отсутствие мест. Реконструкция самого помещения, реконструкция здания. Просто физически нет ни одной палаты, физически нет ни одного койко-места. Обследуются у нас больные полностью амбулаторно. С самого начала, с самого первого дня. Вынуждены обследоваться амбулаторно даже тяжелые больные, повторюсь, больные с осложнениями. С выраженной одышкой, с плевритами, с кровохарканьем. Вот это вот главная, основная причина, самая большая проблема приемного отделения. И, видимо, даже всего диспансера в целом, потому что приемное отделение, это считайте как вход, как с него все начинается. Вот диагностическая база какая у вас? Диагностическая база, даже в условиях, скажем так, в условиях реконструкции здания, в условиях реконструкции помещений, сама диагностическая база неплохая. Она, в общем-то, соответствует и международным критериям, и находится на необходимом уровне. Из чего она состоит? Но, к сожалению, как уже было сказано, мы работаем по обращаемости. У нас так называемое пассивное выявление. Нет у нас активного выявления по причинам, которые будут обсуждаться. Но из, скажем так, спектра обследований имеется рентгенофлюорографическое обследование. Даже с учетом того, что диспансер на ремонте, оборудование у нас находится в военном госпитале. И наш сотрудник, наш рентген-лаборант работает именно там. Если больной обращается к нам, мы ему в приемном отделении, правда, сейчас он работает не каждый день, но есть возможность выдавать направления, по которым рентгеновское обследование будет сделано по нашим направлениям в условиях военного госпиталя бесплатно. У нас есть возможность сделать анализ мокроты, причем сейчас мокрот делают несколько анализов. Первый наиболее, скажем так, исторически значимый в микроскопии мокроты. Первое. Второе делается генетический анализ, так называемый генэксперт. Какие сроки проводится диагностика? С учетом условий, в которых мы работаем, с учетом того, что больные обследуются амбулаторно, даже иногородний больной вынужден приходить к нам по нескольку раз, сроки первичной диагностики, первичной постановки анализа и определения с самим лечением затягиваются очень сильно. В лучшем случае, в наилучшем случае, это от 3 до 5 дней. Для некоторых больных, которые к нам обращаются, даже проблема добраться до военного до госпиталя, до берега. Какой контингент больных? Вы понимаете, по моим наблюдениям, на самом деле, да, я согласен, болезнь социальная. Ну, давайте вложим, может быть, другой смысл, социально опасная, социально значимая. Туберкулез, конечно, зависит от условий жизни. То есть значительный спектр, это, конечно, социально неустроенные люди, социально неадаптированные, у которых какое-то большое количество побочных посторонних проблем, больные с обильным количеством вредных привычек. Но это не решающий фактор. Да, их большинство, но спектр людей совершенно разный, различный. У нас болеют дети, у нас болеет молодое поколение. И, как правило, еще есть сопутствующие заболевания. Они имеют место быть, но и молодого человека, вот у нас кормящая мать, например, заболела недавно, и всего 19 лет, например. Тут там речь не идет ни о сопутствующих заболеваниях, ни о вредных привычках.
То есть существующая система организации этого процесса, она позволяет больному с открытой так называемой формой туберкулеза, активной, быть в обществе, в общественном транспорте, и остальные люди на данный момент пока никак не гарантированы. Ко всеобщему нашему сожалению. То есть это просто, это в настоящий момент складываются такие объективные обстоятельства. Я на минутку прерву нашу беседу. У нас есть интервью заместителя директора, начальника медицинской службы Марины Марковой. Предлагаю послушать. Как у вас было устроено, когда присутствовала МСФ, и как все сегодня обстоит? Работала у нас после войны. Вообще ей огромное спасибо от всего народа Абхазии за то, что она сделала для нас. Она поставляла препараты, да, туберкулезные, противотуберкулезные, не только противотуберкулезные для наших пациентов. Организовывала вместе с нами, конечно, мы вместе работали, лечение на дому. Была у нас такая программа, и сейчас она есть, ДОЦ, это контролируемая химиотерапия. При МСФ, конечно, были более строгие подходы к этой программе. Сейчас отличие, да, от теперешнего нашего состояния, от того. Сейчас у нас имеется национальная программа противотуберкулезная. С 2011 года мы ее начали создавать еще, когда МСФ у нас работала. И как бы благодаря этой программе, да, мы все-таки смогли как-то сделать так, чтобы наш народ не ощущал убытия, так скажем, организации МСФ. Организация МСФ, можно сказать, совсем не уехала, она у нас просто видоизменилась в более маленькую организацию, это организация АМРА. И вот эта организация АМРА продолжает помогать нам, нашим больным. То есть в плане, в каком плане, допустим, оплачивает компьютерные томограммы легких, оплачивает консультации разных специалистов. К сожалению, мы это еще не можем сделать за наш счет. Вот. Также выдаются какие-то пайки индивидуальные вот, пациентам. Достаточно ли оснащена в данный момент больница? В данный момент, как я сказала, мы находимся в полевых условиях. То есть у нас минимум палат только на бациллярных больных, и то не хватает на бациллярных больных. На две формы, устойчивую и чувствительную, мы их делим. Вот. Конечно, в плане оснащения на данный момент очень сложно говорить, потому что нет рентгенаппарата, естественно, он не работает. Но это все в плане. Вот. У нас имеется лаборатория, где мы делаем микроскопию. Вот она стоит отдельно, где административный корпус. Там мы делаем микроскопию и ген-эксперт на чувствительность к туберкулезу. В общем, это самое минимальное, что мы можем и необходимо, что мы можем делать для определения чувствительности и лечения дальнейшего. А мы, насколько я понимаю, выявили проблемы, рассказали, да, о каких сложностях сталкиваются специалисты, которые занимаются противотуберкулезной борьбой. Хочется из уст специалистов услышать, как бороться с туберкулезом, какие вы видите пути. Конечно, в первую очередь нужно финансирование нашей службы. Нужна машина, флюорограф. Обязательно хотя бы одна машина, которая могла бы ездить по республике и делать необходимые флюорографии. Нужно, чтобы работало первичное звено. Нужно готовить кадров. Нужно семинары на месте устраивать. И именно не только семинаров для работников тубдиспансера, а семинары необходимы для общей лечебной сети. Это терапевты, педиатры обязательно должны пройти
хоть какую-то подготовку, чтобы была ранняя выявляемость туберкулеза. Должен быть всегда туберкулин, чтобы можно было хотя бы туберкулин-диагностику у детей сделать вовремя. Необходимо, чтобы диаскин-тест был доступен на местах, не только у нас в больнице, но на местах, чтобы можно было организовать, делать, потому что не все наши люди могут приехать в тубдиспансер, чтобы провести эти пробы. Это немножко сложно, конечно же, и потом они не очень желают приезжать в тубдиспансер. Что в плане пожеланий? В плане пожелания, в первую очередь, то есть усилить туберкулезную настороженность как для каждого врача в общей лечебной сети, как легочного туберкулеза, так и внелегочного туберкулеза. Улучшить условия работы самого медперсонала в этой службе, как в туберкулезном диспансере, так и в амбулаторных пунктах. И также можем сказать, что есть то есть необходимость создания единой электронной базы данных по туберкулезным больным, который позволит нам работать и контролировать лечение этих больных. Также, конечно, хочется, чтобы у нас был все-таки маленький операционный блок не для легочных операций, а других, сопутствующих. Когда больному нужна какая-то хирургическая помощь, естественно, наших больных ни в одной больнице не хотят принимать, боятся инфекции. То есть, по идее, борьба с туберкулезом, она подразумевает полный замкнутый цикл по оказанию всех лечебных процедур. Да. Мы работаем еще в условиях так называемого, наверное, юридического вакуума. У нас нет закона о здравоохранении, и, соответственно, по республике нет закона о туберкулезе, который бы нормировал нашу деятельность, норматировал нашу деятельность. И решение фтизиатрических проблем необходимо вмешательство, конечно, и самого высокого руководства республики, видимо, это в связи с юридической базой. Ну, скажем так, если брать проблему в целом, нам необходима найти возможность всячески развивать так называемое раннее выявление. Раннее выявление туберкулеза, оно решает на самом деле очень много проблем. Одно дело, когда мы сталкиваемся с небольшими очаговыми процессами, другое дело, когда приходится лечить огромные полости. Раннее выявление – это прежде всего вернуться или вспомнить профилактические осмотры. Профилактические осмотры, чтобы были не формальные, были совершенно реальные. И в рамках, наверное, любого профилактического осмотра должна быть флюорография. То есть сейчас у нас флюорографа во всей стране нет? Нет. У нас отсутствует раннее выявление, даже можно сказать полностью. Мы работаем, к сожалению, к всеобщему сожалению, мы работаем по обращаемости. Очень хотелось, чтобы самосознание у наших больных было лучше, чтобы до них доходило, чтобы прерванное лечение это очень плохому исходу принесет, чтобы каждый из больных долечивался до должен конца. чувствовать ответственность за свое здоровье. Кстати, тут и хочется мне заметить, я все время хотела сказать, потом забыла, что у нас в обществе само заболевание туберкулез считается каким-то постыдным. Для этого должна работать социальная служба, должны быть сампросвет работы с населением на местах, просветить население и объяснить, что болеть может каждый, болеть не стыдно, стыдно не лечиться и заражать окружающих. Каждый раз мы это с ними говорим, но каждый раз почему-то они спрашивают, мне же уже хорошо. И начинаем объяснять, что в туберкулезе есть, вы знаете, такой момент, как бы обманчивой вылеченности. Когда они становятся абациллярным, то есть уже не выделяют туберкулезную палочку, они чувствуют себя хорошо. У них никаких жалоб нет. Они чувствуют себя совершенно здоровыми, полноценными людьми. Но болезнь-то остается. И, к сожалению, в такой период наши больные могут бросить лечение. Это приводит к тому, что где-то через год они придут вновь еще в худшем состоянии. При хорошем регулярном лечении туберкулез вылечивается даже устойчивый туберкулез, не первичный, даже устойчивый туберкулез. Просто надо быть более внимательными к своему здоровью и более ответственному. Надо беречь своих окружающих, родных и близких, чтобы они не заражались. Не обязательно больному туберкулезом заразной формы ходить на сход,
на свадьбы, на вечеринки, на все. Относиться ответственно к окружающим. У нас есть данные по результативности. За последние 3 года можем сказать, что у нас поднялся уровень результативности, уровень излечения, то есть который радует. И также можно сказать, что уровень, то есть смертности, если в 2011 году эта цифра стала 11,1%, за 2013 год уровень смертности туберкулеза 3,3%. То есть это тоже какой-то положительный момент в этой службе. Мне хотелось бы задать вопрос молодым людям, которые находятся у нас в студии. Те вещи, о которых мы сегодня говорили, сделали вы из этого какой-нибудь вывод? Действительно поняли вы, что это опасная инфекция, но и при правильном обследовании, при своевременном обследовании и регулярном лечении особой опасности, в том числе и для окружающих, она может и не представлять? Конечно, мы поняли все, тем более бы мы проходили, мы знаем, что представляет из себя туберкулезная палочка. Ну, мы знаем опасность его. Проходили флюорографию мы, все, вроде бы мы все здоровые были. Вот как ты считаешь, туберкулез это постыдное заболевание? Как в твоей среде, твои сверстники, как относятся к этому заболеванию? Я как врач, для меня любая болезнь не позорная. Болезнь это болезнь, которую надо излечить. Студентам это достаточно, думаю, актуально пожелать. Есть такое мнение, что при контакте с больным туберкулезом всегда нужно быть на сытый желудок. Я хочу, особенно для студентов, это важная вещь, имейте это в виду, будьте завтракайте сытыми по утрам, обязательно. Это, как правило, раз говорит Батал, то возьмите это на заметку. В завершение нашей передачи хотелось бы пожелать, чтобы та программа, которая планируется осуществиться в 2015 году, была осуществлена в полном объеме. Потому что борьба с туберкулезом – это процесс, без комплексного подхода к которому результатов хороших добиться будет очень сложно. Каждый, наверное, думает, что это не коснется меня, пройдет мимо меня. Но как показывает практика, как показывает жизнь, никто не застрахован от этого заболевания. Поэтому я хотела бы сказать нашим телезрителям, не пренебрегайте полученной сегодня информацией, берегите себя. Табу бхарас хуйта яха хдарат рахим яхацыз ахакимча и робас студентша. Ферафя хопшуна в соте или хопшача заграста с гуйсуа дыратара агуйсра. Абзерас. Хай бабаб. Just